Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Всплеск смертей на дорогах. Элементарное соблюдение правил дорожного движения спасает жизнь. Только за неделю в Татарстане 9 смертельных ДТП. В чем причина и как за рулем может оказаться потенциальный убийца, выяснял Рамиль Шайдуллин. По дороге, как по минному полю. Машины разбиваются об дороге на ура. Почему жители коттеджного поселка Казанская усадьба уже несколько лет живут без дорог и освещения, расскажет Рамиль Галиуллин. В Казани строится самый большой детский парк России. Большой упор и акцент делается на дендрологию, то есть так, чтобы в парке было всесезонно, что-то цвело, хвойных очень много растений будет. Он уже готов на 40%. Подробнее в материале Сирины Васильевой. 9 смертельных ДТП и 14 погибших за 10 дней. 9 из них жертвы этой недели. Тревожная ситуация на дорогах стала поводом для экстренной пресс-конференции главы ГИБДД. Она прошла через несколько часов после трагедии в Бугульминском районе. В половине 5 утра здесь столкнулись 2 «Лады». Погибли водители и один из пассажиров. Второй в тяжелом состоянии в больнице. По сравнению с прошлым годом количество погибших в ДТП выросло почти на треть, хотя самих аварий стало меньше. С чем связано пугающая статистика и какие будут пути решения, выяснял Рамиль Шайдуллин. Раскурочена половина автомобиля, а рядом авто в таком же состоянии. Внутри люди, 3 из которых погибли на месте. Это видео сняли утром около поселка Карабаш в Бугульминском районе. По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» выехал на встречку. Столкнулся с Калиной. Выжил только один пассажир. Пассажир «Лады Калины» получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия уточняются. Элементарное соблюдение правил дорожного движения спасает жизнь. Тревожную статистику сегодня прокомментировал глава ГИБДД республики. Только за 10 дней 9 смертельных ДТП. В 2 авариях погибли сразу по 3 человека. Одна из них произошла во вторник в Нурлатском районе. 26-летний водитель «Лады Приора», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта». Один из водителей скончался, не был пристегнут ремнем безопасности. Выехав на место, руководитель госавтоинспекция докладывает с места, что пространство не нарушено, и если был бы пристегнут, он бы остался жив. Еще одно резонансное ДТП, снова с выездом на встречку, произошло накануне в Зеленодольском районе. В километре от поста ДПС Нива поворачивала налево. В это время ее практически снес, выехав на встречку, Мерседес Майбах. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Нива скончались на месте ДТП. Выяснилось, иномарка оформлена не на водителя, а на юрлицо. На ней числится больше 160 штрафов за превышение скорости только за прошлый год. Как заявили сегодня в ГИБДД, по правилам машины имели право управлять, так как почти все штрафы оплачены. Направляли им письма, говорили профилактические письма и говорили о том, чтобы они не продолжали нарушать правила дорожного движения. Но в другом формате у нас никакой формате мы не работаем. В том же Зеленодольске недели ранее в ДТП погибли 2 сотрудника местного исполкома. 34-летний водитель автомобиля Hyundai, по предварительным данным, на высокой скорости врезался в стоящую на обочине «Ладу», а затем и в дорожный знак. И снова 3 смерти. Еще одна из причин смертельных аварий – банальная усталость. Несколько ДТП последних дней, включая и сегодняшнюю в Бугульминском районе, показали, что виновник аварии плавно скатывался на встречную полосу. Такой маневр, говорят в ГИБДД, больше похож не на обгон, а на то, что водитель просто уснул. Другая причина – нетрезвые водители. С начала года 27 ДТП с их участием и 3 погибших. Так, в марте в Кукмаре столкнулся с грузовиком нетрезвый водитель «Лады». Сам же и погиб. Сегодня глава госавтоинспекции не выбирал выражения по отношению к таким автомобилистам. Они могут погибнуть и убить, по-другому не сказать. Я даже не могу сказать, что это неумышленное преступление, а могут убить других граждан.
Ситуацию на дорогах сейчас осложняет и открытие сезона мотоциклистами и самокатчиками. Сегодня начались первые рейды. В ближайшие выходные будут усилены наряды на дорогах республики. Скоро в Татарстане появится еще 60 новых комплексов камер фото и видеофиксации. А к лету еще и аэростат, который с неба будет фиксировать выезд на встречную полосу. Рамиль Шайдулин, Алмазъединов, ТНВ, Казань. Синоптики Татарстана в ожидании температурного рекорда. Днем в Казани столбик термометра показал плюс 25 градусов. Тем временем самая высокая температура за весь период наблюдения, плюс 22,6 градусов, была зафиксирована более полувека назад, в 1973 году. Как сообщает Гидрометцентр, Татарстан находится под влиянием теплого сектора Балканского циклона. Среднесуточная температура сейчас выше на 9-15 градусов. На востоке республики было до плюс 27. В выходные возможны осадки, будет также жарко. Из-за аномальной жары в Альметьевске отопительный сезон завершают уже сегодня, а в Казани завтра. Постановления исполкомов подписаны. В столице тепло в квартиры дали 5 октября. Батареи грели на протяжении 198 дней. С конца апреля начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщает мэрия. Полный список адресов на официальном сайте. Дорога домой напоминает полосу препятствий, а дети гуляют на проезжей части. С такой проблемой к нам в редакцию обратились жители коттеджного комплекса «Казанская усадьба» в поселке Мирный. По их словам, застройщик обещал благоустроенную территорию и асфальтированные дороги. На их сайте до сих пор можно увидеть, какой должна быть усадьба. По факту ни освещения, ни тротуаров, ни асфальта, утверждают местные. Так ли это, увидел Рамиль Галиуллин. Вот улица Ризаэддина Фахриддина, где я проживаю. Здесь, как можем наблюдать, огромные ямы. Огромную яму на дороге Рустам Садыков пересекает каждый день. Через нее проходит маршрут до дома. Приходится вилять слева направо, потому что необходимо объезжать ямы те же самые лужи. Есть улицы, где вообще, в принципе, отсутствуют подъездные пути к жилым домам. Вот здесь есть такие ямы, которые глубиной порядка от 8 сантиметров до 10. Также этих ям на этой дороге можно считать, можно не считать, их очень много. И вот видите, каждый автомобиль, вот, благо он повыше, да, ему очень сложно преодолевать эти ямы. Так сейчас выглядят улицы во второй очереди коттеджного комплекса «Казанская усадьба». С каждым днем ситуация все хуже, говорят местные. Территория активно застраивается, возводится третья очередь. Все, что осталось от асфальта, разбивают большегрузы. Около 50 домов будет еще дополнительно. Все эта спецтехника, которая строит эти дома, она продолжает разбивать остатки дорог. Постепенно те дороги, которые были изначально построены в 2007 году и на этапе строительства начала всего проекта, они, естественно, пришли в негодность. Несколько улиц, где домами скидывались, то есть это не весь поселок скидывался, а жители этой улицы, они вызывали машину и отсыпали себе дорогу. Даже если скорая помощь приедет и какой-нибудь будет травмированный человек, его нельзя не шатать, не трясти нельзя, нужно аккуратно выехать. Но это будет невозможно по нашим дорогам. Особенно опасно в темное время суток, говорят жильцы. Освещения, как и тротуаров, нет по всей второй очереди комплекса. То есть нет даже зоны, где могут дети погулять, выйти. Они вынуждены кататься по разбитым дорогам, нет освещения, то есть вечером детей очень страшно отпускать на улицу. Я здесь живу 1,5 года. За 1,5 года мы можем возле своего дома только погулять, где брусчатка. В Казанской усадьбе первое жилье появилось в 2008-м. По данным из официального сайта застройщика, сейчас здесь 129 домов. Как выяснилось, 3 года назад компания передала земли на обслуживание исполкому Казани вместе со всеми проблемами. Количество городских поселков на сегодня уже достигает сотни. К сожалению, с проблемой необустроенной инфраструктуры там мы встречаемся особенно часто. Застройщик не заботится о будущих жителях этих территорий и передает их городу в неблагоустроенном состоянии. Дальше эта задача уже достается муниципалитету и увеличивается общая строительная нагрузка. В прошлом году жители обратились в прокуратуру. По обращению неоднократно жителей прокуратуры Приволжского района прокурор вышел с иском, просил обязать исполком города Казани, администрацию Вахитовского района привести все дороги в нормативное состояние. Иск удовлетворен был частично. Еще в октябре 2023 года решение вступило в силу. То есть у нас уже прошло 6 месяцев, до сих пор никаких мер не принимается. В надзорном ведомстве отметили, исполнением решения суда занимаются приставы.
Во исполнение решения суда Главным межрайонным управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 24 ноября 2023 года вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, которое находится на стадии исполнения. Проблему готовы решить, но в бюджете на это денег нет, отмечают в исполкоме. Сейчас идет процесс передачи сетей освещения на баланс, чтобы их можно было обслуживать и содержать. Ежегодно администрация районов подает списки улиц на включение в программу капитального ремонта, но выполнить весь объем единовременно возможности нет, поскольку бюджет ограничен. Почему вместо роскошной загородной жизни жители получили разбитые дороги и потраченные нервы? Этот вопрос мы попытались задать по номеру, указанному на сайте Казанской усадьбы, но дозвониться так и не получилось. Набранный вами номер в сети не зарегистрирован. Уже сейчас ясно, что в этом году ремонта здесь не будет. Жители намерены начать все сначала. То есть жители дальше будут обращаться в прокуратуру, просить, чтобы за неисполнение решения суда у нас, во-первых, предусмотрено административное наказание. В случае, если в дальнейшем решение суда не исполняется, уже предусмотрено уголовное по 315 статье Уголовного кодекса. Юридически вопросов не возникает. Исполком получил объект на обслуживание в проблемном состоянии. Но должен ли город отвечать за застройщика, который уже получил свою выгоду? Тем более, что в Казани всегда есть куда потратить и что отремонтировать. Рамиль Галиуллин, Алмаз Заединов и Данил Филатов. ТНВ. Казань. Самый большой в России детский парк подарят казанцам в этом году на День Республики. Он расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой. Здесь появятся сцены, игровая зона и поляны для пикников. Для детей спортивно-развлекательное оборудование, высокие горки, башни и батуты. Авторы обещают, интересно будет и взрослым. Сейчас здесь идут строительные работы. Как будет выглядеть новый детский парк, расскажет Сирина Васильева. Скоро набережная Казанки станет еще краше. Рядом с Национальной библиотекой Республики строится совершенно уникальный детский парк. Его масштабы поражают. Если говорить только о площади, здесь более 3,5 гектаров. Парк станет самой большой детской площадкой на территории всей России. Концепция предполагает связь парка с Казанкой. На специальных игровых зонах дети смогут изучать экологию реки. Здесь же появится фонтан и большая зона со сценой. Новый парк вместит до 8 тысяч человек. Тема площадки «Подводная археология» реки Казанки. И здесь будет много элементов, рассказывающих про историю, про флору, фауну. И играя на площадке, дети смогут изучать. Детскую площадку разделят на 4 возрастные зоны. Для подростков установят спортивное оборудование, высокие горки, башни, батуты. Для детей от 6 до 12 лет полосы препятствий, гамаки, канаты, лазеры. Для дошкольников качели-подгузники, пересыпки и бизиборды. Ну а самые маленькие смогут здесь развивать сенсомоторику. Парк будет словно зеленый оазис. Посадят более 3000 кустарников и около 700 хвойных и лиственных деревьев. Большой упор и акцент делается на дендрологию, то есть так, чтобы в парке было всесезонно, что-то цвело, хвойных очень много растений будет. Здесь раньше проистекала старая русло реки Казанка, она стала таким образом этого парка. Именно поэтому у нас все такие дорожки извилистые, красивые, лекальные. Сегодня с ходом работ ознакомился мэр Казани Ильсур Медшин. Строительство близится к экватору. Выполнено уже 40% работ. Самые трудные этапы позади. Благоустройством набережной мы занимаемся системно не первый год. Спасибо Раису нашей республики. Работы развернуты в полном объеме, все необходимое есть. Самое главное – это нестандартное детское оборудование, детских игровых площадок, которые мы с нашим партнером на сегодняшний день изготавливаем. Здесь ежедневно трудятся более 100 рабочих и десятки единиц техники. Монтируют павильоны, кладут брусчатку, устанавливают автополив. Все импортозамещено, все наше. Чтобы здесь не было воды, чтобы она не стояла. То есть мы сделали вертикальную планировку. Это такой один из важных процессов. И, наверное, из сложных, это еще также прокладка коммуникации. Нужно понимать, что здесь какие грунты находятся. Предстоит выбрать название парка. Ильсур Медшин рекомендовал сначала посоветоваться с жителями, особенно с детьми, и лишь потом принимать решение. Открыть уникальный парк планируют в День Республики. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Взятку не признает. Главу Тукаевского района Фаила Камаева отправили за решетку. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Подробнее читайте в интернет-газете «Реальное время».
Рустам Минниханов сегодня встретился с главой инвестиционного офиса при администрации президента Турции Бураком Даглыоглу. Раис республики высказал заинтересованность, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты здесь, выбирал нас для выхода на российские и евразийские рынки. Мы готовы оказывать вашим компаниям дальнейшую поддержку, отметил Рустам Минниханов. Турцию и Татарстан связывают по-настоящему братские отношения, подчеркнул Бурак Даглыоглу. И отметил, в республике созданы все условия для инвесторов. Большой потенциал в сфере сельского хозяйства. В рамках рабочего визита делегация посетила площадки турецких резидентов в особой экономической зоне Алабуга. Ну и надо отдать должное Турецкой республике. Один из ведущих зарубежных партнеров под прошлый год товарооборот очень серьезно вырос, составил почти 2,9 миллиарда долларов США. Но и мы всегда говорим, что Турецкая республика самый крупный инвестор в Республику Татарстан. Татарстан уже направил дополнительные средства на защиту от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня в Госсовете заявил Фарид Мухаммедшин. Так он ответил на выступление парламентариев, которые просили усилить противовоздушную оборону. Напомним, в начале апреля дроны атаковали Нижнекамск и Елабугу. На этой неделе Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили украинский аппарат в районе Набережных Челнов. Наша экономика привлекательна для недругов. Татарстанская. Промышленность развитая, многонациональная республика. И то, что, значит, вот долетают иногда дроны и до нашей территории, но могу с уверенностью сказать, что на прошлой неделе у Рустама Нургалиевича этот вопрос еще раз обсуждали. Мы и потратили деньги, вот представители правительства ушли, значит, на защиту наших опасных таких производств, крупных производств. На защиту направлены средства для покупки зондов там и так далее, значит, мешающих действиям этих устройств. Татарстанским предприятиям не хватает как минимум 11 тысяч специалистов. Кадровый дефицит стал одной из главных проблем для промышленности. 80% вакансий рабочие. Острый для экономики вопрос сегодня обсуждали в Госсовете. Здесь с отчетом выступил премьер Алексей Песошин. Больше часа он рассказывал о развитии республики в новых условиях и новых вызовах перед экономикой. На сессии участвовал раис республики Рустам Минниханов. Когда достроят мусороперерабатывающий завод? Где школы пустуют, а где их не хватает? И почему без мигрантов не обойтись? Обо всем детально Дмитрий Аринин. Слово предоставляется Песошину. Алексей Валерьевич, пожалуйста. Отчет о работе правительства республики в Госсовете, по сути, подводит черту под итоговыми коллегиями министерств и ведомств. Алексей Песошин представил основные показатели развития. Главное, несмотря на продолжающиеся ограничения и санкционные давления Запада, сохранили положительную динамику. Идет рост основных макроэкономических показателей. На фоне низкой безработицы и повышения конкуренции за кадры реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил 113,2%. Достигнутые результаты позволили мобилизовать с территории республики в бюджеты всех уровней 1 триллион 553 миллиарда рублей. Татарстан активно участвует в национальных проектах, реализует 35 республиканских программ. Как отметил Алексей Песошин, одна из главных проблем в республике – износ инженерных сетей. Менять нужно треть коммуникаций ЖКХ. Безусловно, для кардинального улучшения инженерной инфраструктуры требуются значительные средства. Высокий износ инженерных сетей является проблемой для всех субъектов. В связи с этим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о запуске федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Экономике республики не хватает кадров. Только на крупных промышленных предприятиях нужно 11 тысяч специалистов. Алексей Песошин отметил, решить кадровый вопрос без мигрантов мы не сможем. Как вы смотрите на миграционную политику? Треть от всех иностранцев, которые присутствуют сейчас в республике, получили патенты на работу. Вопрос с мигрантами, он многогранный. И вот буквально там на прошлой неделе проводилось совещание, зам по социальным вопросам, Фазлеева проводила его. Там вопросов пока больше, чем ответов. Здесь и адаптация, здесь вот и сейчас принято решение, возобновленное решение по изучению русского языка, по вопросам антитеррористической защищенности. Но
нам нужно понимать, что этот вопрос мы обязаны будем решать. Алексей Песошин выступал около часа. Предваряя вопросы депутатов, Фарид Мухаммедшин отметил, правительством была проделана большая работа. Серьезная работа была проведена, и мы признательны правительству нашей республики, Рустему Нургалиевичу, за такую серьезную работу, очень кропотливую, точечную работу, особенно в 23-м непростом году. Он и сегодня непростой, но тогда это было начало санкций, начало всяких козней. Депутатов Госсовета возник целый ряд вопросов. Постоянно обращаются избиратели по поводу нехватки мест в детских садах. Что делать для того, чтобы было больше мест, чтобы наши дети учились и воспитались в более лучших условиях? Создан институт пространственного планирования, который позволит решить нехватку мест в отдельных, на отдельных территориях. В основном это территории, где бурно развивается жилищное строительство. И там, где эти вопросы стоят наиболее остро, точно принимаются решения. Как сейчас реализуется этот проект строительства мусоросжигательного завода? Инвестор столкнулся с рядом сложностей по оборудованию. Буквально недавно приезжали китайские партнеры с предложением оборудования. Инвестор настроен оптимистично, называет срок конец 2025 года. Подытоживая, депутаты поблагодарили правительство за работу. Алексей Валерьевич, большое вам спасибо за огромную работу в правительстве. Времена непростые. Экономика Татарстана показала свою живучесть. Успешно обеспечили всю деятельность. Спасибо. Пожелаем вам и дальнейших успехов. У нас по регламенту, коллеги... Отчет правительства – это документ из 250 страниц. Он в открытом доступе находится на сайте Госсовета. С результатами работы может ознакомиться любой желающий. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Госсовете сегодня произошли кадровые перестановки. Досрочно прекратил депутатские полномочия Раис Сулейманов. На этой неделе он назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома Пестричинского района. Фарид Мухаммедшин вручил ему благодарность Госсовета. Парламентский комитет по жилищной политике теперь возглавит Андрей Егоров. До этого он 15 лет руководил Казанским водоканалом. Эта вакансия в парламенте освободилась после того, как Александр Тыгин был назначен начальником Госжилинспекции. Согласен с этим предложением? А? Будешь возглавлять комитет и активно работать? Народу скажи, коллегам. Уважаемые депутаты, мой опыт, не включая весь мой стаж, опыт работы в строительстве, в ЖКХ, в благоустройстве, в развитии инфраструктуры всех городов более 30 лет. Есть огромный опыт и желание работать в этом комитете. В Азнакаевском районе выпустили в естественную среду обитания редкого сурка байбака. Его спасли сотрудники Госкомитета Республики по биоресурсам. Зверек забрался на территорию одного из городских банков, запаниковал и стал метаться по комнате. Специалисты поймали сурка и отпустили к сородичам. Большая колония сурков обитает у подножия заказника Чатыр-Тау. Это были все новости к этому часу. Сейчас передаю слово Амирхану Калимуллину. Он расскажет о погоде на завтра. А мы увидимся в 21:30. До встречи. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Преимущество на Exit TXL до 1 130 000 рублей. В апреле сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 000 рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Qozonda күнең истәлекле, күңелле үтсен дисәң, Бауманорама 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркетка эләгү. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Кунакка көтәбез. Казан, Бауманорама 31-нче йорт. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс.
Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека, Фармленд. Автотопливозаправщики «Хамелеон». Ты – это ты. Даже когда ты разный. Хорошая хозяйка знает вкусы каждого. Сытно и недорого. Удобно и быстро. Полезно и легко. Вкусно, как раньше. Густоса. По вкусу каждому. Конкурс «Мини-мисс Татарстан» приглашает девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Кастинг состоится 21 апреля в торговом центре «Мега». Регистрация по телефону 29 010 29 для аудитории 0+. Футбольный клуб «Рубин» приглашает вас на матч 20 апреля в 14:00. Соперником нашей команды станет футбольный клуб «Локомотив». Билеты в кассах стадиона и на сайте tickets.rubin-kazan.ru. 0+. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Здравствуйте! В студии Амирхан Калимулин. В предстоящие сутки в Татарстане температура понизится на пару градусов. Ветер стихнет. Ожидается вполне комфортная погода. Подробнее через минуту. Банк «Аверс» оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Высокой горе и Балтасях переменная облачность, без осадков. Температура днем 17-19, ночью 4-6 градусов тепла. В Буинске, Кайбицах и Дрожжаном переменная облачность, без осадков. Температура днем от 16 до 19, ночью от 5 до 9 градусов тепла. В Чистополе, Мамадыше и Новошишминске облачно, иногда с прояснениями, местами дожди. Температура днем плюс 18-20, ночью плюс 8-11. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныши переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 19-22, ночью 7-10 градусов выше нуля. В Альметьевске, Азнакаево и Бугульме температура днем 20-23, ночью 10-11 градусов тепла. Здесь облачно с прояснениями, местами дожди. В туристических городах тоже ожидается прекрасная погода для пеших прогулок. В Свияжске температура днем 17 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 6 градусов. В Волгорах днем 16 градусов выше нуля, ночью около 6. Здесь будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. В Елабуге температура выше. Днем она поднимется до 20 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью 9 градусов тепла. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 19 и 20 апреля в аптеках Farmland на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С 19 по 27 апреля в клинике «Варикоза нет». Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. С 19 по 27 апреля 2024 года в клинике «Варикоза нет». Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Казань, улица Достоевского, 40, запись по телефону 8 843 212 20 10.
В Казани тоже комфортная погода. Ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем 18 градусов тепла, ночью 8 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Ветер западный до 4 метров в секунду. Влажность 29%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Будьте здоровы. Хороших выходных.